السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. По милости Аллаха Субхану ва Тааля продолжаем с вами уроки, посвященные изучению имен Аллаха. На прошлом уроке мы с вами прошли имя Аллаха Аль-Фаттах. Аль-Фаттах, и сказали, что это имя означает открывающий. И также судья. Тот, кто судит между своими рабами, как в этом мире, разделяя между верующими и неверующими, и также в судный день судит своих рабов за те деяния, которые они совершили в этой мирской жизни. И открывает своим рабам то, что для них закрыто. Аль-Фаттах открывает рабам то, что для них закрыто. Кому-то закрыт ризк, пропитание, например, бедному человеку, и Аллах Аль-Фаттах открывает ему дверь пропитания. У кого-то закрыто знание, у него мало знания, и Аллах открывает ему знания, потому что он Аль-Фаттах. Сегодня же мы перейдем к следующему имени, которое звучит как Ас-Самий'. Ас-Самий' – это имя мы часто слышим, встречаем. И вообще в Коране это имя упоминается в 45 аятах. В 45 аятах это имя упоминается. Ас-Самий' – это имя образовывается от арабского глагола «сами'а ясмa'у». «Сами'а ясмa'у», то есть слышит. «Сами'а ясмa'у» – слышит. «Сам'ан» – слух. «Сам'» – это слух. Слух – это мы знаем, что это такое. И слышать мы тоже знаем, что это значит. То есть воспринимать звуки и отличать их. И Аллах про себя сказал, что Он Ас-Самий'. И эта форма, как мы уже часто с вами встречали, форма преувеличения или гипербола. И многие имена Аллаха и приходят именно в этой форме. Не просто Сами'. Просто Сами' – это слышащий. Но нет, форма приходит Ас-Самий', ударение на последний слог. И эта форма преувеличения называется в арабском языке, то есть слышит все, до тонкостей. Так же, как имя, например, Алим, знающий. Также есть эта форма преувеличения. Есть обычная форма Алим, тоже знающий. Но в арабском языке Алим, он меньше по степени, чем Алим. Алим, он больше знающий, чем просто Алим. То есть в арабском языке есть такая форма. Самий', Алим, Басир. Вот эти имена приходят в такой форме. И, как мы сказали, в 45 аятах приходит это имя. Приведем некоторые примеры. Как в суре Бакара Аллах говорит: «Раббана такаббаль минна, иннака антас сами'уль алим». Приводя слова Ибрахима и Исмаиля, когда они обращались к Аллаху с просьбой, с мольбами, они говорили: «О Аллах, прими у нас, ведь Ты ас-Самий' аль-Алим, Ты слышащий, знающий». В суре Маида Аллах говорит: «Куль ата'будуна мин дуни Аллахи ма ла ямлику лакум дарра ва ла наф'а, валлаху хуа ас-Сами'уль алим». Скажи, разве вы поклоняетесь помимо Аллаха тому, что не владеет, что не причиняет вам ни вреда, ни пользы? А Аллах же Он слышащий, знающий. В суре Муджадиля Аллах говорит: «Валлаху ясмa'у тахавуракума, инна Аллаха сами'ун басир». И Аллах слышит ваш разговор, воистину Аллах слышащий и видящий. И в толковании этого имени ученые муфассиры дают разные значения, и все эти значения верны. Как, например, Ибн Каthир, великий толкователь Корана, говорит: «Ас-Самий', слышащий, это тот, который слышит речи своих рабов». Слышит речи своих рабов. И Аль-Хаттаби, другой ученый, говорит: и нет, говорит, ему разницы, какая это речь. Это она произносится вслух или же произносится про себя. Ему нет, говорит, никакой разницы. И он все это слышит. И также имя Ас-Самий' означает тот, который отвечает на мольбы, который слышит мольбы и отвечает на них. И подытоживая все значения имени Ас-Самий', ученый Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, говорит: имя Ас-Самий' или же Ас-Сам', слух, приходит в 4 значениях.
слух приходит в 4 значениях. Самое первое значение – это слышать звуки. Это слышать звуки. Это первое значение. Второе значение – это слух понимания. То есть не просто слышать, а именно понимание. Понимание того, что ты слышишь. Можно просто слышать, а можно слышать с пониманием. То есть у нас есть, можно просто видеть, а можно видеть своим сердцем. И также слух. Человек может слышать, например, неверующие или многобожники, они слышали имена, слышали аяты Аллаха, аяты Корана. Они слышали, но не вслушивались в них. Вот. У них был, они слышали, но не вслушивались. И вот второй смысл говорит, это как раз таки понимать. Слух с пониманием того, что ты слышишь. И третье значение – это ответы на мольбы. Ответ на мольбы. То есть, значит, ас-самия означает тот, кто слышит мольбы своих рабов и отвечает на них, и дает то, что они просят. И четвертое значение – это следование. Тоже ас-сама, слух, в арабском языке, в Коране приходит в значение следование за кем-то. То есть, когда человек говорит «я тебя слушаю», он тем самым подразумевает, что я следую за тобой. То есть, говорит «слушаюсь». Да, в русском языке мы говорим «слушаюсь». Или татар талинда танлим дибейта. Тебе что-то повелевают, ты говоришь «слушаюсь». Тоже вот этот глагол применяется. И в арабском языке тоже он в этом значении применяется. То есть тот, кто слушается и следует за повелением. И на каждый из этих приведен, можем привести аяты из Корана. На первый смысл, то, что ас-сама, слух, это слышание звуков. В суре Муджадаль Аллах говорит: «Кад сами'а Аллаху кауля аллати туджадилука фи зауджиха». Аллах слышал слова женщины, которая пререкалась с тобой относительно своего мужа. Аллах нам сообщает, что Он слышал слова этой женщины. Еще к этой женщине мы еще вернемся, иншаллах. В другой суре Аллах говорит: «Лакад сами'а Аллаху кауля аллазина калу». Воистину Аллах слышал слова тех, которые говорили. То есть Аллах слышит все слова людей и слова, какими бы они ни были. Второе значение, мы сказали, это понимание. Понимание. И в суре Бакара Аллах говорит, приводя слова верующих: «Сами'на ва атa'на». Верующие говорят: «Сами'на ва атa'на». Мы слышали и повиновались. Мы услышали и повинуемся. То есть они не просто услышали, нет, они как раз таки слушали с пониманием. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, их увещевал, когда они слышали аяты Корана, когда слышат хадисы, они слышат их с пониманием. То есть не просто мимо ушей пропускают, да, как бывает. Нет, они слышат эти звуки, и они принимают себе на веру. Слушают их сердцем и принимают себе на веру для того, чтобы в дальнейшем совершать деяния, согласно тому, что они слышали. И Аллах говорит, что верующие говорят: «Сами'на ва атa'на». Мы слышали и повиновались. Слушаем и повинуемся, говорит. И третий смысл, мы сказали, это ответы на мольбы. И как мы в намазе, когда поднимаемся с рукуа, говорим: «Сами'а Аллаху лиман хамида». Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нас этому обучил. «Сами'а Аллаху лиман хамида» — это означает Аллах. Вот тут приводится глагол «сами'а». Если дословно перевести, можно перевести как «услышал». Аллах услышал слова того, кто его восхваляет. Но в этих словах как раз таки применяется вот этот смысл третий. То есть Аллах не в значении просто слышал, а Аллах отвечает на мольбы того, кто его восхваляет. То есть вот здесь, в этом дуа, который мы говорим в намазе, как раз приходит третий смысл. И поднимаясь с рукуа, мы говорим: Аллах отвечает на мольбы того, кто его восхваляет. «Сами'а Аллаху лиман хамида». И четвертый смысл, как мы сказали, это следование.
или же повиновение. И Аллах в суре Маида говорит: «Самма'уна лиль-кадиби». Говоря о неверующих и многобожниках, Он говорит, что они «самма'уна лиль-кадиби», и о многобожниках, они «самма'уна лиль-кадиб», слушают ложь. Но тут приводится глагол тоже. Слушают ложь. И в этом аяте приходит смысл вот этот 4, то есть они следуют за ложью. Они следуют за ложью. «Вафикум самма'уна лахум», и среди вас есть те, которые слушают их, то есть следуют за ними, слушаются их, повинуются им. Вот этот 4 смысл приходит здесь. Значит, у нас, в общем, ас-сам', слух в арабском языке и в Коране приходит в этих 4 смыслах. Это слышать звуки. 2, слышать с пониманием, то есть понимать. 3, отвечать на мольбы. И 4, повиноваться и следовать. И что же знание этого имени нам дает? Во-первых, зная о том, что Аллах ас-Сами', слышащий, мы принимаем на веру, что у Аллаха есть атрибут, качество слуха. Мы принимаем на веру, что у Аллаха есть атрибут слуха. То есть ишите, Аллах, Аллах ишите. Потому что Аллах нам в Коране сам сообщил о том, что Он слышит. Он слышащий. Но есть некоторые течения, такие как Му'тазиля, которые были, они отвергали этот слух, это качество. Они говорили, что если мы скажем, что Аллах слышащий, то тем самым Аллаху уподобим Его творением. Но нет, в этом же мы говорим, нет никакого уподобления. Аллах, Он сказал, что Он слышащий. И если Аллах слышащий, это не значит, что Аллах слышит так же, как мы, посредством уха, барабанной перепонки, вот этих органов звука, органах слуха. Нет, это не значит этого. Мы не уподобляем Аллаха Его творением. И в наши дни мы знаем, что есть уже другие виды распознавания звука. Есть техника, есть микрофоны. Раньше этого всего не было. То есть есть разные виды распознавания слуха. Не значит, что если что-то слышит, или кто-то слышит, он значит слышит так же, как мы люди, или как животные, или что. Нет. Аллах, субхану ва тааля, слышит, и слышит Он так, как Ему подобает. И Он никому не подобен. Его слух несравним со слухом Его рабов. Но некоторые же течения говорили, что ас-Сами', слышащий, они переводили как знающий. Или же они переводили как тот, который наделяет слухом. Так тоже давали толкование. И это является неверным толкованием имен Аллаха и Его атрибутов. И 2, что нам дает знание этого имени, мы должны знать, что слух Аллаха, как мы уже упомянули, он не подобен слуху Его рабов. Не подобен слуху Его рабов. И если даже название одно, это не значит, что они похожи в качествах. Как мы уже с вами проходили правила. Перед тем, как начать изучение имен Аллаха, мы сказали, что если Аллах назвал своих рабов одним из своих имен и описал их одним из своих качеств, это не значит, что качество Аллаха и качество Его рабов равны. Мы такое правило с вами проходили. И, например, Аллах в суре Инсан говорит: «Инна халакна л-инсана мин нутфатин амшаджин набталихи, фаджа'альнаху сами'ан басира». Мы создали человека из смешанной капли, испытывая его, и сделали его слышащим и видящим. То есть Аллах назвал человека сами'а, так же, как Он назвал себя сами'а. Но это не значит, что человек так же слышащий, как слышит Аллах. Нет, Аллах никому не подобен никому. Лейса камифлихи шей. Нет никого подобного Ему, говорит Аллах. Ва хуа ас-сами'уль басир. И Он слышащий и видящий. И слух Аллаха, в отличие от слуха людей, Он слышит все. Он слышит все и ничего не упуская. Он совершенен. И восхищаясь и удивляясь слуху Аллаха, Аиша, рады Аллаху анха, приводит хадис. Жена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Аиша, приводит хадис, в котором она восхищается слухом Аллаха и говорит: «Альхамду лилляхи аллади васи'а сам'уху аль-асват». Хвала Аллаху, который
слух которого объемлет все звуки. Слова Аллаха, хвала Аллаху, слух которого объемлет все звуки, говорит. «Лякад джа'ат иль-муджада иля наби саллаллаху алейхи вассалям». Однажды пришла женщина к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И она спорила с ним, пререкалась. И я, говорит, «Ана фи нахиятиль бейт». И я находилась в другом конце дома. Тут под домом, то есть когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его жена Аиша были в доме, пришла женщина. И эта женщина разговаривала с пророком, алейхиссалату вассалям. И Аиша говорит, я была на другом конце дома, в другой части дома. И тут, конечно же, следует понимать, что дом, это не как в наши дни дом, 3-4 квартиры, 2, 3 или 4 комнатный, нет. Под домом тут подразумевается комната, она была буквально, наверное, 2 на 3 метра, может, чуть больше. Вот это назывался дом. Там и спальня, и кухня, и все в одном месте. Вот. И она говорит, на другом конце дома, то есть в этом маленькой комнате она находилась. Но несмотря на это, я, говорит, не слышала, что эта женщина говорила пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Настолько тихо эта женщина говорила. И после того, как эта женщина ушла, Аллах субхану ва тааля ниспослал аят пророку, саллаллаху алейхи вассалям. «Кад сами'а Аллаху кауля аллати туджадилука фи зауджиха, ва таштаки иля Аллах, валлаху ясмау тахавуракума, инна Аллаха сами'ун басир». Воистину Аллах слышал слова женщины, которая пререкалась с тобой относительно своего мужа и пожаловалась на Аллаха. Воистину Аллах слышал слова женщины, то есть непосредственно касательно этого случая Аллах ниспослал аят. И после ниспослания аята Аиша восхитилась качеством слуха Аллаха. Она даже находясь в этой комнате, в одной комнате, не слышала, что она говорит. Но Аллах, который выше 7 небес, Он услышал слова этой женщины и сообщил об этом в Коране. И также приводится хадис от Абу Муса аль-Аш'ари, рады Аллаху анху, что когда они были в пути с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, мы восхваляли Аллаха громко. Они шли в пути и восхваляли Аллаха, говорили слова такбир, Аллаху акбар, и делали это громко вслух. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, не утруждайте себя, то есть не обременяйте себя и не кричите слова восхваления. Воистину, вы же не вызываете к глухому. Вы не взываете к глухому. Воистину вы взываете слышащего и видящего и близкого. Вы же не взываете к глухому и отсутствующему, вы взываете к слышащему, видящему и близкому, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. То есть Аллах, Он слышит все звуки вне зависимости от того, как мы их произносим. И ученый Аль-Асбахани дает такое сравнение слуху человека со слухом Аллаха. И говорит, человек создан, когда человек был создан, он родился, пришел в этот мир, он был маленьким, и он даже не слышал ничего. Да, новорожденный, он еще звуки даже не слышит. И когда, говорит, он уже начал слышать, он еще не понимал то, что он слышит. И когда он начал понимать, он начал различать звуки и начал отвечать на эти слова, на эти звуки, так, как подобает. То есть соответствующие ответы начал давать этим словам. И его слух ограничивался пространством, расстоянием. Да, то есть мы вот здесь, в этом зале сидим, внизу там кто-то будет разговаривать, мы уже не слышим этого. То есть на расстоянии уже дальше нескольких десятков метров человек уже перестает слышать. Да и то и 2-3 метра, если шепотом кто-то разговаривает, уже не слышно. Слух наш ограничен. И также говорит человек, если перед ним несколько людей разом заговорят, он не поймет этого. Если все, кто сидит в зале, сейчас разом начнут что-то говорить, то мы этого не распознаем, не поймем, кто что говорит. Будет каша такая. То есть это указывает на то, что слух человека несовершенен, и он ограничен. А слух же Аллаха говорит, Аллах, Он слышит все слова, Он слышит мольбы своих рабов, вне зависимости, на каком языке они обращаются. На татарском, на русском, на арабском, на английском, на китайском. Разницы нету перед Аллахом, на каком языке они обращаются. Аллах все слышит, говорит. И все эти звуки, все эти слова Он понимает. И нет разницы, что они разом все обращаются. Как в хадисе Кудси Аллах Субхану ва Тааля говорит: о люди и джинны, если вы все соберетесь в одном месте и попросите у меня то,
попросите у меня, я вам дам каждому то, что вы просите, это не уменьшит моего богатства. То есть из этого следует, что Аллах Он слышит слова всех и звуки всего, что происходит в этом мире. И ничто от Него не утаивается и не запутывается. И Аллах, Он знает то, что на сердце или на уме у человека. Даже если человек не может ясно выразить то, что он хочет, например, в дуа человек хочет что-то, но не может это ясно выразить своим языком, или может он немой, и он обращается к Аллаху с мольбами. Аллах знает, что в его сердце, что он просит. Или, например, человек в дуа ошибся каким-то образом, язык у него заплелся, запутался, и он неправильно что-то сказал, но Аллах знает, что он хотел попросить, знает, что у него в сердце, и дает ему то, что он хотел попросить. Ведь Аллах, субхану ва тааля, совершенен и знает, и слышит все, что происходит. Вот. И слух его извечен. То есть не было такого, чтобы Аллах не слышал, а потом приобрел слух. И нет такого, что Аллах слышит в одно время и не слышит в другое время. Аллах слышит всегда и все, и вечно. А человек же, он теряет этот слух. Человек начинает стареть, он уже плохо начинает слышать. Или же может заболеть и лишиться этого слуха. Аллах, Он совершенен и слышит все наши слова. И также Аллах упрекает неверующих и многобожников, которые думали, что Аллах не слышит то, что они произносят. Как приводится хадис от Абдуллаха ибн Мас'уда, то есть случай, который приводит Абдуллах ибн Мас'уд. Однажды, говорит, собрались 3 араба. 2 из племени Курайш и 1 из племени Thaqif. 3 араба собрались. И описывая этих людей, он говорит, у них были большие животы, но малое понимание. Были большие животы, но малое понимание в их сердцах. И один из них говорит, как думаете, Аллах слышит то, что мы говорим? Такой разговор они завели. Другой говорит, он слышит, когда мы говорим вслух, но если мы про себя говорим, то он не слышит. И третий говорит, если он слышит то, что мы говорим вслух, то, несомненно, он должен слышать то, что мы говорим шепотом. И тогда Аллах ниспослает следующий аят. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Аллах говорит, вы, говорит, не укрывались от свидетельств вашего слуха, вашего зрения и вашей кожи. Но вы подумали об Аллахе, что Он не знает большинство из того, что вы творите. То есть в этом аяте Аллах говорит, вы не отрицаете и вы не скрывались от своих чувств, от вашего слуха, от вашего зрения, то есть осязания, от вашей кожи. Но при этом, то есть если вы слышите друг друга, вы видите друг друга, чувствуете друг друга, то непременно Аллах говорит, Он непременно слышит то, что вы совершаете, и видит то, что вы совершаете. Как же, говорит, если вы, даже люди, будучи людьми, слышите друг друга, то не может быть такого, что Аллах не слышит то, что вы говорите. А в другом аяте Аллах говорит, «Ам яхсабуна анна ла насмa'у сиррахум ва наджвахум бала». Разве они думают, что мы не слышим то, что они говорят вслух и шепотом? Напротив, говорит Аллах. Аллах все слышит. И знание этого имени, в общем, в Коране Аллах упоминает нам это имя с 3 целями. В Коране Аллах нам напоминает, сообщает о том, что Он слышащий с 3 целями. Во-первых, это предостережение рабов. Для того, чтобы предостеречь нас, для того, чтобы мы всегда помнили о том, что Аллах слышит каждое наше слово. Где бы мы ни были, как бы мы его ни произносили. Даже если шепотом мы друг другу произносим, и никто этого не слышит, это слышит Аллах. И Он предостерегает нас, говоря, что Он ас-сами'а. В 45 аятах Аллах сказал, что Он ас-сами'а. Это только в форме имени. Но еще приходит в форме глагола, что Аллах слышит,
в других формах приходит еще больше. То есть это большое количество аятов, в которых Аллах нам сообщает, что Он слышащий. И это неспроста, а для того, чтобы мы всегда это помнили, что наше каждое слово, которое выходит изо рта, Аллах его слышит. И раз Аллах Та'аля услышал, то мы будем в судный день за эти слова отвечать. И эти слова Аллах повелел фиксировать ангелам. وَمَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Какое бы слово он не произнес, рядом с ним готовые наблюдатели. То есть ангелы, которые записывают каждое наше слово. И нет сомнений, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во многих хадисах нам сообщал и предостерегал нас, и напоминал о том, что мы были внимательны к своему языку. Потому что язык, это одним словом человек может прийти в религию, и также одним словом человек может выйти из этой религии. Все знаем, чтобы стать мусульманином, человек произносит «Ля иляха илляллах», слова свидетельства. Но также может человек словами определенными и выйти из этой религии. Может слова сказать «неверие». То есть всегда надо быть внимательными к своему языку. Человек может посмеяться над кем-то, посмеяться над религией, подшутить над религией Аллаха, и тем самым он уже перестает считаться мусульманином. Нельзя над религией Аллаха шутить, никакие анекдоты или же высказывания какие-то смешные. Нет, религия это не шутка, здесь все серьезно. И это напоминание. И другие моменты, злословие, сквернословие, клевета, сплетни, вот эти все, это все связано с языком. Это вроде маленькая вещь, сказал слово, но нет, последствия этого слова огромными могут быть. И из-за этого Аллах Та'аля нам напоминает, Аллах Всевышний нам напоминает, что Он слышащий, чтобы мы следили за своим языком. И нет сомнения, что если бы каждый человек всегда это помнил, и когда человек это помнит, его деяния улучшаются. Его качество, его характер, его нрав улучшается в лучшую сторону. Человек, который следит за своим языком, его степень возвышается перед другими людьми. А тот же человек, который говорит направо и налево все, что он думает, и даже то, что он не думает, просто произносит слова, то у этого человека нет ни уважения перед Аллахом, нет ни уважения перед людьми. Язык, каким бы он маленьким ни был, этот орган, но он очень важен. И второе, для чего Аллах нам напоминает, что Он слышащий, это для того, чтобы вдохновить нас, воодушевить и утешить. Как мы сказали, слышащий – это тот, который слышит мольбы и отвечает на них. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Если же тебя спросят мои рабы, то я близок. Отвечаю на мольбы, «Уджибу да'ват ад-да'и», отвечаю на мольбы просящего, когда он просит, говорит Аллах Та'аля. То есть каждый раз, когда мы обращаемся с мольбами к Аллаху, Он это слышит, и Он отвечает на эти мольбы. И Аллах нам говорит, что Он ас-сами', Он отвечает на мольбы для того, чтобы мы не отчаивались. Человек не должен думать, что он попросил у Аллаха, Аллах ему не ответил. Нет, Аллах отвечает на мольбы. И как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в другом хадисе говорит, Аллах стесняется опускать руки раба пустыми. То есть, если человек поднял руки в дуа, в мольбе и просит у Аллаха, то Аллах стесняется для того, чтобы эти руки опустились пустыми. Нет, Аллах отвечает на мольбы. Но, как мы знаем, ответ на мольбу бывает 3 видов. Ответ на мольбу бывает 3 видов. Или же Аллах дает в этом мире то, что человек просил. Или же Аллах по причине этой мольбы оставляет ему вознаграждение в следующей жизни. Валь-ахира. Саваб, вознаграждение за то, что он просил у Аллаха, ему остается на следующей жизни. Или же Аллах по причине этой мольбы отдаляет от человека горе, несчастье какое-то. И поэтому, то есть Аллах в любом случае отвечает на мольбу человека, и человек никогда не должен расстраиваться и не думать, что Аллах не отвечает на его мольбы. И третье, для чего Аллах нам напоминает и говорит, что Он ас-сами', сообщая о своем величии, сообщая
о своем величии. Он ас-сами', он слышит все, что происходит. Он слышит все, что говорится, где бы это ни говорилось, как бы это ни говорилось. И мы все, каждый верующий должен помнить эти слова. Помнить слова, помнить имя Аллаха ас-сами', где бы он ни находился. На этом, иншаллах, мы урок закончим. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.